Без обид, ничего личного. Одна фраза, короткий укол, и Сергей Мохов теряет сознание около собственного подъезда. Только и успел, что позвонить жене, когда уже подкашивались ноги. Сказал, что на него напали, и опустился на землю. Это случилось вечером 25 ноября. Сергей Мохов, журналист и издатель, возвращался домой после тренировки. У дверей подъезда его ждал незнакомый молодой человек. Воткнул в бедро шприц с неизвестной жидкостью и убежал. Между нами состоялся короткий разговор в формате «Вкусно ли пахнут цветы?» Да, хорошо. Я отвернулся, получил удар, он убежал. Я был полностью уверен, что вот сейчас какие-то еще секунды, я потеряю сознание. Достаточно хладнокровно, я успел вызвать 112 позвонить. Мне начали расспрашивать, не наркоман ли я там. Вот я говорю, я теряю сознание, пожалуйста, вызовите скорую. Что именно за жидкость была в этом шприце, ни Сергей, ни врачи понять не могут. По горячим следам анализов крови у Мохова от чего-то не взяли. Препараты давно вышли из организма. Изначально ни скорая, ни Склиф не взяли у меня кровь. А я, собственно, находился в том состоянии, что я особо не думал, честно говоря, о крови или еще что-то. Они мне взяли только мочу и проверили ее, конечно, только на транквилизаторы. Кто этот неприметный молодой человек в вязаной шапочке и с букетом цветов в руках, полиция до сих пор так и не выяснила. Ну а букет с нападением на Сергея Мохова стал каким-то новым главным атрибутом уличных атак. В 2010-м Олега Кашина около его подъезда тоже поджидали с букетом цветов в руках. Кадры нападения сняла камера наблюдения, вмонтированная в домофон. У телеканала Life News видеозапись оказалась раньше, чем у полиции и адвокатов Сергея Мохова. Сейчас видео уже приобщено к делу, но полиция все равно, кажется, пытается саботировать расследование. Заявление о нападении полицейские потеряли, пришлось писать еще одно. А само дело до сих пор у участкового, а не в Следственном комитете. Мы в течение 2 дней искали это дело, потому что изначально я созванивался с участковым, с его начальником. Начальник говорит, что дело участкового. Участковый говорит, у меня этого дела не было, потому что я год работаю, и я не обладаю столь серьезными навыками и познаниями для того, чтобы заниматься этим делом. Кто стоит за необычным нападением, все-таки таким способом неугодных журналистов в России еще не пытались запугать, Сергей Мохов сказать не может. У него и его жены, юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любови Соболь, 2 версии. Первая – расследование самого Сергея, посвященное рынку ритуальных услуг. Как раз незадолго до атаки, в ноябре, сразу в нескольких российских СМИ вышли материалы о коррупции на смерти, основанные на работах Мохова. А сайт «Открытая Россия» опубликовал специальный репортаж о том, как действует ритуальная мафия. Короче говоря, закрытый гроб. То есть привозим в церковь закрытый гроб. Вторая версия – деятельность жены Сергея. Любовь Соболь считает, что атакой на мужа пытались припугнуть ее саму. И даже называет имя возможного заказчика. Последний год я фокусировалась в составе группы расследователей Фонда борьбы с коррупцией на расследовании деятельности Евгения Пригожина. Мы знаем точно и наверняка, что Пригожин теряет деньги от публикации наших расследований. Ему приходится платить гораздо больше взяток. И очень вероятно, что он хочет отомстить или пресечь вот эти последствия. Именно Евгения Пригожина, владельца фабрики троллей и ресторанного магната, издание «Фонтан.Кару» называло заказчиком нападений на либеральных активистов в Санкт-Петербурге, которые прокатились по городу этой весной. Оппозиционерам угрожали, их били, им сжигали автомобили. И ни одно дело также не дошло до суда.